أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Канзуль Гирфан, сборник хадисов, где собраны 1001 хадис из разных источников, у автора, величайшего шейха, алима, факиха, Мухаммад Асхад аль-Ирбили. Баб ма джаа фи фикхи валь фукаха. Глава о достоинстве фикха и факихов. Фикх, что это такое? Для начала мы должны понять, что фикх – это свод законов и правил, то есть которые определяют шариат для того, чтобы определить человеку виды поклонения, взаимоотношения и наказание за те или иные прегрешения. Фикх основывается, самое первое, это на аятах Корана. Второе – это сунна пророка Мухаммада, саллиллаху, то есть из хадисов. И третье – иджма сахабов, то есть единодушное мнение сахабов. Кияс табиринов, суждение, рассуждение по аналогии табиринов. И есть еще многие другие дополнительные направления, такие как местные обычаи того или иного мусульманского народа, который составляет единый фикх. То есть это фикх ханафитского мазхаба, есть фикх шафиитского мазхаба, есть фикх маликитского мазхаба, ханбалитского мазхаба. Без фикха человек не может определить свое видение в отношении поклонений, в отношении взаимоотношений и не сможет определить, как нужно жить по шариату, потому что фикх, созданный во времена табиринов, то есть во времена салафов, как мы любим выражаться сегодня, то есть во времена древних, 3 поколения, как Мухаммад саллаллаху говорит, это поколение сахабов, время пророка и сахабов, ридвануллахи алейхим, и время табиринов и атбар табиринов. Например, мы знаем, что Абу Ханифа, имам Азам Абу Ханифа был одновременно и табирином, и табр табирином. Шафири был табр табирин, и Малик ибн Анас тоже был табр табирин. То есть все те фикхи, которые созданы, они взяты из первоисточников, из тех источников, которые действительно чистых источников, которые мы можем себе представить. Без фикха человек не может научиться поклоняться. Некоторые думают, что можно взять из аятов или из хадисов, но нужно признать, что мы не Абу Ханифа, мы не Хаммад, мы и не Мухаммад ибн Идрис аш-Шафири, мы не Ахмад ибн Ханбал. Мы не сможем так выискивать и собрать воедино и создать такую науку. Мы, например, не все люди по физике, хотя физику изучают все, не все могут быть Эйнштейнами, не все могут быть Пифагорами, не все могут там получать Нобелевские премии по физике, химии или по другим наукам, но все читают эти науки, все имеют отношение к той или иной науке, потому что мы все это проходим до 11 класса или учимся в университетах, получаем эти знания точно так же, во много раз еще тоньше и больше, и больше в этом отношении религии. То есть невозможно сказать, что каждый человек может взять аят, хадис и на этой основе может что-то решать. Сегодня пошли еще дальше, отвергая хадисы, берут только аяты Корана и говорят, что хадисы мы не принимаем. Вот в Коране, если увидим, то значит принимаем. Фикх. Достоинство фикха и факихов. Факихи – это те люди, которые, основываясь на фикхе, который собран в основном в 4 направлениях, 4 школах, школы мазхабов, 4 школах, которые
определились во время табиринов и атбаут табиринов 4 масхаба, 4 школы. И они называются Ахль-Сунна валь-Джамаат. Если кто-то отрицает, значит отрицает табиринов. Если кто-то отрицает табиринов и ученых, отрицает сахабов. Если кто-то отрицает сахабов, отрицает Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, также отрицает и Аллаха, то есть становится неверующим человеком. إن لكل شيء دعامة ودعامة هذا الدين الفقه ولفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. У каждой вещи в этом мире, говорит Мухаммад саллаллаху, есть основа. Основа этой религии – фикх. И один факих, который изучил и хорошо знает фикх, он страшнее для шайтана тысячи простых поклоняющихся малограмотных мусульман. Факих страшнее для шайтана, потому что факих знает, как нужно поклоняться Аллаху, как нужно достичь его довольства, как можно достичь любви Аллаха, субханаху ва тааля. Факих тем и ценен. Из-за этого сегодня нам приходится наблюдать, что некоторые люди, как мы считаем их, это войско шайтана, которые сами, того не понимая, следуют за шайтаном и его наущением, начинают отвергать фикх, начинают отвергать факихов и начинают злословить на таких больших ученых и имамов масхабов и других табиринов. «Ман юридиллаху бихи хайран юфаккиху фиддин». Если Аллах Субхану ва Тааля пожелает кому-то добра, Он научит его религии. То есть юфаккиху фиддин, Он научит премудростям религии, Он сделает человека в этой религии достигшим высоких, высших ступеней этой религии. Атафаккуху фиддин хаккун аля кулли муслим. Для того, чтобы изучать религию у факихов, у таких ученых, которые хорошо знают фикх, это хаккун, фарз для каждого мусульманина. Мы должны изучать религию не по интернету, не по книжкам, не по каким-то, по нескольким лекциям, которые мы можем наблюдать, тут или там. Нет, мы должны сесть, найти такого человека, который очень хорошо знает фикх, фикх какого-то одного из 4 масхабов, Ахль-Сунна валь-Джамаат, не тех, которые заблудшие, которые получили знания от тех учителей, которые вычитали все это по книжкам или прослушали несколько лекций в полусонном состоянии. Нет, от настоящих ученых, факихов, которые учились у тех ученых и факихов, которые по цепочке доходят до самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Книжки не читаются человеком самим самостоятельно. Книжку нужно читать с тем учителем, который изучал эту книгу от предыдущих своих учителей, вплоть до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Должна двигаться, должна протягиваться эта цепочка. Действительно, если так не прочитает, он не поймет, потому что многие слова для нас непонятны. Вроде бы внешне одно, а когда эта фраза выставляет совсем другое понимание. «Факихун вахидун ашадду аля шайтани мин альфи абидин». Еще раз Мухаммад саллаллаху повторяет, что факих, один факих, тот, который хорошо знает фикх, которого Аллах Субхану ва Тааля поднял на высокую степень знаний по фикху, он страшнее для шайтана тысячи малограмотных, поклоняющихся людей, которые малограмотные или безграмотные. Сейчас очень любят, говорят такие вещи, как джахиль. Период джахили это было до периода ислама. Да, у нас у некоторых народов слово джахиль вошел в обиход как безграмотный, как невежественный человек. Но мы говорим сегодня
Если человек знает «Ла иляха илlallah Мухаммад Расулюллах» и мало-малоски знает про религию, мы говорим об этом человеке или неграмотный в религии, или безграмотный в религии. Это не должно быть какое-то оскорбление человека, говоря, что он джахиль, то есть нельзя его сопоставлять с теми, с Абу Лахабом или Абу Джахилем или кем-то другим, которые не хотели воспринимать, хотя у них знаний было больше, чем у тех, которые сегодня кричат, обзывают других джахилями. У них были знания больше, чем у этих людей, у наших современников, которые обзывают других людей. Маджлису фикхин хайрум мин гибадати санатин. Присутствовать на меджлисе, на лекции, на уроке какого-то факиха, для того, чтобы получать систематические знания по какой-то методике, по методике какого-то масхаба, по аль-сунна валь-джамаат, лучше поклонение целый год. Здесь речь не идет о поклонении, о фарзах, о таких видах поклонений, как фарз, как пятикратный намаз, как пост, ураза раз в год, как закат, как хадж. Нет, кроме этих поклонений в виде нафилов, в виде дополнительных, если ты даже целый год будешь простаивать ночами слезно или же присутствовать на уроке, получая систематические знания у какого-то хорошо знающего факиха, то это лучше, чем твое поклонение за целый год. Фикх создан он во время табиринов, хотя первые 7 факихов уже были во время сахабов, когда еще были живы сахабы. Но после этого основной фикх, основной вот это 4 школы, 4 масхаба были созданы во время табру табиринов. Табиринов и табру табиринов. Основные 4 масхаба. Почему же 4 масхаба? Определились 4 масхаба, потому что в каждом из масхабов, в каждом из школ человек найдет все то, что заложено в Коране и в Сунне, в хадисах пророка Мухаммада ﷺ. Некоторые, живя здесь, на территории, где невозможно получить знания по шафиитскому масхабу, здесь превалирует только ханафитский масхаб, называют себя шафиитским масхабом. Но, дорогие, нужно знать, что если ты говоришь, что я читаю намаз по шафиитскому масхабу, и все остальное свое существование ты совершаешь по ханафитскому масхабу, неприемлемо. Ты всю свою жизнь должен построить по шафиитскому масхабу, или же по маликитскому масхабу, или же по ханафитскому масхабу. Вот когда ты достигнешь высочайших степеней, уровней, будешь на том уровне, как Абу Юсуф или Мухаммад аш-Шайбани или Зуфар, или же более поздние, может быть, ученые, то тогда можешь начать изучать другой масхаб. Но до этого невозможно, потому что не изучив досконально масхаб. Почему же те ученики Абу Ханифы, ученики Малика, Малик ибн Анаса остались приверженцами одного масхаба, одной школы? Почему же они не объединяли, как сегодня стараются объединить некоторые очень так в кавычках грамотные люди, которые полгода тому назад научились читать намаз и думают, что они все уже ухватили все знания. Но не получается так. Для того, чтобы достичь каких-то высоких степеней, уровней, нужно очень долго, кропотливо работать, изучать. Не только изучать. Фикх – это еще не только изучение, это еще и практика. Это практическое руководство, фикх. И только совершая свои виды поклонения или взаимоотношений, или всю свою жизнь построив на этом фикре и практикуя, только тогда еще можно достичь каких-то высот. После этого можно начать изучать другие масхабы. Потом можно в далеком будущем, если хватит наша жизнь, уже
можно стать муджтахидом, но современные мусульмане невозможно стать на высокий уровень муджтахидов, таких как Абу Ханифа, Малик ибн Анас, Аш-Шафири, Аль-Ханбали. Невозможно достичь таких уровней с нашим сегодняшним существованием, с нашими жизненными условиями, потому что условия вроде бы все у нас, все есть сегодня. Мы освобождены от таких вещей, что нету голода, что очень быстро можно взять информацию, но все равно мы не можем достичь этих уровней. Что же остается? Присоединиться к какому-нибудь масхабу, следовать за каким-нибудь ученым-факихом, который действительно очень хорошо знает или ханафитский масхаб, или шафиитский масхаб, или маликитский, или ханбалитский масхаб, и следовать за ним, и быть в общей группе спасшихся фиркатун наджия, которая называется Ахлю-Сунна валь-Джамаат, которые следуют путем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и получают довольство Всевышнего Аллаха Та'аля. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар. Аллаху акбар.